единый Создатель. Тот, кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо кровлей. Он придал вам облик и сделал его прекрасным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Бог, Господь миров. Разум человека – пожалуй, один из ярких примеров существования Творца. Именно Он, этот незримый дар, который нельзя воочию ощутить, выделил человека из числа других творений. Благодаря этой Богом данной искре человек научился фиксировать историю жизни прошедших поколений, описывать мир вокруг себя, говорить на языке чисел и беречь языки народов, путешествовать по космосу, не отрываясь от Земли, и отталкиваться от нее, чтобы полететь, как птица. Он научился лечить тело и оздоровлять покалеченную душу. Он научился брать пример с природы и жить в гармонии с ней. Он постигает будущее и множит наследие предков. Великая сила разума, как ненайденное сокровище, может зашориться в сознании обывателя, если он будет жить привычками и инстинктами, год от года повторяя один и тот же маршрут: дом, работа, дом, сон. Но есть ли то волшебное мгновение, та секунда, когда он может остановиться и увидеть совершенно другую реальность? Да, это чудесное время поста, время торжества души и испытания плоти, время просеивания своих чувств и мыслей, время отделения нравственных зерен от греховных плевел. Это время, когда Бог открывает врата своей безграничной милости, даря своему любимому творению награду, известную только Ему. Это время божественной книги, той книги, которая вдохновляла и будет вдохновлять людей на новые свершения, великие открытия, глубокие мысли, на слезы и улыбки, благородные поступки, долгожданную благодарность, первый шаг, новые встречи, вечные ценности. Это время Божьего Слова в нас и нашего Слова Богу. Так не упусти же его, затеряв в суете этой жизни. Начни постигать Коран. Ведь если великие человеческие труды — это бесчетные стеллажи книг, разум — их перо, то Божье откровение — их вместилище. Это сообщение для людей. И пусть увещевают им, и пусть знают, что Он — Бог единый, и пусть опомнятся обладающие разумом. Добрый вечер, друзья. Наша программа начинается традиционно с чтения Священного Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые гости. Добрый вечер. Сегодня очень важный день для нас. Впервые за годы существования шатра разговения по случаю месяца Рамадан кумыкская община в лице МКО «Кумуклар» организует ифтар для всех нас. В этом году первыми из кавказских общин проводит ифтар кумыки. Для нас это большая радость, честь и ответственность. Но есть еще один повод для радости. Сегодня, помимо того, что проходит первый ифтар от кумыкского народа, вся наша страна отмечает главный государственный праздник – День России. Нам приятно, что в День России мы собрали под куполом шатра Рамадан людей разных национальностей и конфессий и можем угостить вас не только едой, но и дать возможность узнать ближе религиозные традиции, истории и культуру кумыкского народа. А сейчас вашему вниманию видеоролик. Борьба с пороком. О, те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее. Быть может, вы преуспеете. Священный Коран, 5 сура, 90-й аят. Я был молод и глуп. Почему глуп, спросите вы? Потому что зачастую тратил свою юность на глупости, был окутан пороками и страстями, большими и малыми грехами. Мне довелось вырасти в городке, где не особо жаловали таких, как я, чернокожих. Наверное, именно поэтому я рос задиристым драчуном. Но я не мог сдержаться и, защищаясь, нет-нет, и наносил удары по своим недругам. Не получалось сдержаться и от многих пороков. Тогда я думал, а как сдержаться, если всегда в открытом доступе алкоголь, сигареты и наркотики? Да и примера истинной благодетели рядом особо не было. Честно сказать, тогда я не задумывался о том, что все это несет вред моему организму. И уж тем более не думал о других, о том, что после выпитого алкоголя можно совершить страшные поступки, которые могут разрушить не одну жизнь. Но постепенно все стало меняться. Первыми шагами к долгой дороге отказа от пороков, от наущения шайтана стал спорт. Я начал тренироваться и стал осознавать, что алкоголь и курение не делают меня сильнее и лучше, взрослее и круче. Наоборот, я становлюсь слабаком.
Мне повезло, что уже в юности я осознал, что несут за собой данные пороки. Мне повезло. А повезет ли вам, решаете вы сами, друзья. Опомнитесь, этим вы отравляете не только свою жизнь, но и жизнь окружающих вас людей. Вы теряете кучу неимоверных возможностей, лишаете себя счастья. Слава Всевышнему, я мусульманин и уверен, что в конце концов именно эти пороки могут лишить вас радости рая. Я не курю, но продолжаю носить спичечный коробок в кармане. Когда мое сердце скользит к греху, я зажигаю спичку, подношу к ладони и тогда говорю себе: Али, ты не можешь вынести это тепло, так как ты вынесешь нестерпимый жар ада? Задумайтесь. С любовью, ваш брат Мухаммад Али. Великолепный ролик. Спасибо всем, кто работал над ним. И я хочу напомнить вам, что посланник Аллаха ﷺ сказал, что непременно примется дуа того, кто постится. И я прошу вас сделать дуа за Мухаммада Али и за всех наших родственников, которых уже нет в этом мире. Итак, дослар, мы прослушали с вами прекрасные строки аята на арабском языке. Сейчас я прошу Ислам Хазрата подойти и раскрыть нам смысл этих строк на русском языке и дать им толкование. Ислам Хазрат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Мира вам, милости Всевышнего и Его благословения. Во-первых, я хотел бы в очередной раз, наверное, всех поздравить с наступлением благословенного месяца Рамадан. Дай Всевышний всем нам сил достойно пройти это великое время и ощутить все его благости. И сегодня наш день посвящен действительно очень важному, особенно в значении Рамадана, вопросу борьбы со своими пороками, страстями, вопросу умения быть хозяином своих страстей и желаний, в том числе и в отношении таких искушений, как алкоголь, азартные игры. К большому сожалению, часто приходится слышать, в том числе и о тех людей, которые носят мусульманские имена, о том, что употребление алкоголя не является таким страшным и болезненным грехом, и что ничего в этом страшного нет. Иногда люди даже открыто заявляют о том, что да, я вот там выполняю молитву, стараюсь поститься в месяц Рамадан, но при этом я совершаю такие пагубные грехи, когда позволяю себе выпить. Но на самом деле вот в этом аяте, священном аяте, если вы посмотрите и вдумаетесь, вы увидите, что употребление алкоголя и азартные игры, они поставлены на один ряд с поклонением идолами и жертвам идолам. А это, как известно, является самым большим и самыми великими грехами в нашей религии. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит, что все это вместе, и в том числе алкоголь и азартные игры, являются риджсун, то есть мерзостью, гадостью из дел, присущей сатаны. И вот в следующем аяте как раз будет говориться о том, что сатана искушает человека посредством этого. Поэтому даже малое количество любого опьяняющего, как говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является категорически запретным. То, что опьяняет в больших количествах, запретно и в малом количестве. И каждый верующий человек, стремящийся к довольству Создателя своего Господа, должен избегать этого. Кому-то может показаться, как я уже говорил, что это какая-то мелочь, это незначительно. Но благословенный наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, еще более 14 веков назад говорил, что одному человеку дали на выбор 3 греха. Один из них – это употребление опьяняющего. Второе – это совершение прелюбодеяния. И третье – это убийство.
Человек еще, когда находился в здравом рассудке, он понимал, что из этих 3 грехов, и ему так показалось, самым незначительным, самым малым является употребление опьяняющего. Он выпил еще и опьянел. И потом совершил и прелюбодеяние, и совершил убийство. Пророк Мухаммад, мир ему благословения Всевышнего, говорил, что употребление опьяняющего является матерью всего остального греховного. Если посмотреть современную статистику преступлений, которые даже в нашей стране совершаются, то в большинстве случаев эти преступления совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Это действительно мерзость и прародитель всего греховного. Мы должны стараться и стремиться держаться от этого подальше. И тогда действительно мы добьемся успеха. Вот этот вот аят, он заканчивается такими словами: «Ла'аллакум туфлихун». Возможно, вы преуспеете, возможно, вы добьетесь успеха именно через то, что будете остерегаться от этого искушающего. И вот тот ролик, который мы сегодня с вами увидели, посвященный действительно одному из величайших спортсменов современности, как раз это и показывает, что человек, живущий в очень сложных условиях, в огромном городе, мегаполисе, где есть очень много искушений, который не имел возможности чего-то, наверное, добиться, сумел именно через этот путь, когда остерегаешься от запретного, добиться очень многого, и сегодня о нем вспоминают все, вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности, и сегодня именно он сумел показать пример достойного, хорошего мусульманина. Иншаллах, дай Всевышний Аллах, чтобы в этот Рамадан каждый из нас, имея какие-то свои пороки, свои искушения, сумели от этого избавиться. Очень важно нам всем понимать, что месяц Рамадан – это не просто время, когда мы не едим, не пьем в светлое время суток, а месяц Рамадан – это время совершенствования. Это время, когда каждый из нас должен поставить перед собой цель стать лучше в нравственном плане, стать ближе к своему Создателю. И вот поставить перед собой такую цель и пройди Рамадан, оглянувшись назад, сказать: да, я сумел это сделать, я стал лучше, я поднялся выше на одну ступеньку. Если же у нас такого развития в Рамадан не будет, то такой Рамадан не принесет нам пользы. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, предупреждал каждого из нас, что очень много будет людей, чей пост будет просто лишением еды и питья, чья ночная молитва будет просто бессонницей, потому что только осознанная и целенаправленная молитва и пост принесут свой результат перед Всевышней. Мира вам, милости Всевышнего, Его благословения. Спасибо. Көп сау болыңыз, Ислам Хазрат, Аллах зауап қаясын. Друзья, уважаемые гости, для приветственного слова на сцену приглашается председатель Московской кумыкской организации Окумоклар Арслан Хасанов. Арслан Хазрат. Ассаламу алейкум, кардашлар. Я рад вас всех приветствовать на первом ифтаре, проводимом от имени кумыкской общины. Почему я говорю от имени кумыкской общины? Потому что в сборе средств на проведение этого мероприятия участвовала весь народ кумыкский. Очень волнительный момент. На самом деле для моего народа, для меня это исторический момент. И я надеюсь, многие народы проводят каждый год уже не первый год такой вечер. И я надеюсь, что сегодняшний вечер станет для кумыкского народа тоже началом этой доброй традиции. Также я хочу поблагодарить за прекрасную возможность Духовное управление мусульман Москвы и активистов МКО Кумуклар. Несмотря на то, что у кого-то сессия, у кого-то работа, у кого-то защита диплома, они вложились по полной. Я хочу, чтобы вы поаплодировали этим ребятам. Долго говорить не буду. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Итак, друзья,
Сейчас вам будет показан видеоролик о роли кумыков в распространении ислама. Смотрите, слушайте внимательно, так как после ролика будет викторина, ответы на вопросы которой содержатся в самом ролике. Видимо, это кумыкский адат, да? Сначала ответы, потом вопросы. В любом случае, будьте внимательны. И внимательность потребуется, потому что за ответы полагаются подарки. Внимание на экран. С приходом ислама, который утвердился среди кумыкских правителей и подвластного им кумыкского народа в XII-XIII веках, кумыкские шаухалы стали активно распространять ислам среди горцев Дагестана и Северного Кавказа. Последние в это время большей частью еще не были в него обращены. В этот период в горах преобладали христианство, языческие верования, зороастризм и так далее. Кумыкский шаухал, консолидировав под знаменем ислама силы всех дагестанских народов, выступал как ведущая сила процесса исламизации в Дагестане. Большей частью ислам распространялся мирно. Главными газийскими центрами были Тарки, Эндирей, Отемиш, Калакурейш, резиденция кайтакских уцмиев, Башлы и другие. Кстати, в упомянутом Отемише расположен мавзолей, в котором похоронен Гази Мухаммад из рода кайтакских уцмиев, занимавшийся распространением знаний об исламе. Маршруты газиев и их последующих завоеваний в XV веке шли в широкой полосе до главного Кавказского хребта и горной части Чечни, до земель, расположенных до Черного моря и до Шервана, Азербайджан. Кроме того, интересные сведения об исламизации кумыками горного Дагестана дает обнаруженная в Даргинском селе Ашты Дахадаевского района эпиграфическая надпись, которая гласит: «Построил эту мечеть Бадр Шаухал сын с войском для жителей Сирих-Геран. Если они избавятся от неверия, то нет на них хараджа». Из этого можно сделать вывод, что ряд древних мечетей в горах, большинство которых не сохранились до наших дней, были построены кумыкскими миссионерами по приказу своих правителей. Заметная роль в исламизации горной аварии, согласно преданиям, записанным Булачом Гаджиевым и другими краеведами, принадлежала шейху Асельдеру бин Ата из Аркаса, имевшему феодальный титул Карачебека. Распространение ислама на Кавказе продолжалось и в более поздние времена. С ростом могущества и силы известного героя Султанмута Индиреевского росло его влияние на Северном Кавказе. Благодаря ему увеличился ореол распространения ислама среди многих племен и народов Кавказа. В энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи» отмечается роль Султанмута в распространении ислама в Чечено-Ингушетии. Имеются сведения о том, что Султанмут принимал активное участие в распространении ислама в Кабарде. Известный путешественник и ученый Эвлия Челеби, описывая одну из крепостей Большой Кабарды, отмечает: «Комендант этой крепости, Маджар Мухаммед Ага, кадием же назначен Тухтар Хаджи Али из кумыков. Вместе с ним в этой крепости прочно обосновались 100 кумыкских молодцов-джигитов. Все они мусульмане-единобожцы. Кадий Тухтар у кабардинцев определяет посты по всем временам года. И вот, вследствие этого, что эти люди являются мусульманами, они стали истреблять своих свиней. Здесь были устроены баня, соборная мечеть, квартальная мечеть и постоялый двор. Кабардинцы стали читать книгу с азбуков Элиф Б. Следует добавить, что ислам среди адыгов распространяли не только кумыки, но и крымские татары. В народных преданиях часто встречаются факты того, как кумыкские и представители других некоторых народов Дагестана, пастухи, а в действительности на самом деле муллы, распространяли ислам в чеченских селах. Зелькина в своей книге
исламизации чеченских тейпов сообщает, что чеченские предания связывают принятие ислама чеченцами с деятельностью кумыкских миссионеров. Так, в одном предании говорится о кумыкском миссионере по имени Термуал, человеке красноречивом и жестоком. На общем собрании он торжественно говорил о небесах, ожидающих правоверных мусульман, и многие чеченцы стали принимать ислам. В целом, большинство чеченских преданий и легенд рисуют картину мирной деятельности миссионеров. В самом конце 17 века родной племянник Султан Махмуда II Ахмедхан, сын Каплана, был вынужден из-за междоусобиц переселиться в Анди, где выстроил на свои средства джума-мечеть и обучал местных детей богословию и арабскому языку. Впоследствии, при удобном случае, он вернулся в Кумыкию и поселился на отцовских землях. Ковалевский отмечает видную роль кумыков в исламизации Балкарии. Горские татары, то есть балкарцы, становятся ревностными магометанами, не без влияния миссионеров, высылаемых время от времени кумыкскими князьями, в частности, шамхалами Тарковскими, выдавшими своих дочерей замуж за старейшин чегемского или балкарского общества. Предание утверждает, что именно с прибытием в Чегемское ущелье Керемхан Шамхаловой, жены Актугана Балкарукова, языческие обряды стали постепенно исчезать, и там получает распространение ислам. Их внуки носили уже вполне мусульманские имена – Али и Омар, а Али даже специально ездил в Кумыкию для изучения арабского языка и Корана. Вернувшись домой, он стал ревностно утверждать мусульманство. Из этой поездки в шаухальство Али привез на родину экземпляр рукописного Корана XIV века, который долгое время хранился в семье Балкаруковых как драгоценная реликвия. Немецкий ученый Клапрот в конце XVIII века отмечал большую роль индирея в распространении мусульманства в Кабарде. В этом же селении обучался, пожалуй, самый известный проповедник ислама и шариата на Центральном Кавказе Исхак Абуков, окончательно утвердивший мусульманство в этом крае. Если горский мулла или эфенди заканчивал курс обучения в индирейском медресе, то это было вполне достаточной аттестацией о высоком уровне его подготовки в области арабистики и знания основ ислама. В кумыкских селах учились не только кавказцы, но и уроженцы Поволжья, в том числе, например, в Аксае учился татарский писатель и историк Таджетин Ялычгол. Ведущая роль в исламизации предков осетинских мусульман также принадлежит проповедникам из Кумыкии. Аналогичную роль они играли и в Ингушетии. В частности, известно имя таких проповедников ислама в Ингушетии, как кумыки Кураз Эфенди из селения Кизляр, ныне Северная Осетия, и Башир Ашиев из Аксая. Последний являлся активным участником Кавказской войны. В 17-18 веках кумыки распространяли и укрепляли ислам среди карачаево-балкарцев. Но еще долго мусульмане отличались от язычников и христиан лишь тем, что не ели свиней. Чтобы исправить ситуацию в Карачае, миссионеры стали селиться на постоянной основе. В начале XVIII века сюда переселился выпускник египетских исламских учебных заведений Али бин Асадулла из Аксая, ставший эфендием всего Карачая. По-видимому, именно ему принадлежит ведущая роль в углублении исламизации этого края. Спасибо всем, кто работал над этим роликом. Гордость переполнила, конечно, все мое сердце. Сейчас мы просмотрели с вами ролик, и я приглашаю активистку МКО Кумуклар Салихат для проведения викторины. Салихат. Прозвучат вопросы. Надеюсь, кто-то из вас действительно смотрел и запоминал.
Добрый вечер, дорогие гости. И давайте перейдем сразу к вопросам. Назовите период утверждения ислама среди кумыкских правителей. Кто готов ответить? Кто готов, может поднимать руку и... Да. Вот мальчик. Да, микрофон. Какие? Микрофон не включен у нас. 12, 13. 12, 13. Верно? У меня правда глаза только впереди. Так, и давайте следующий вопрос. Среди какого населения кумыкские шаухалы стали активно распространять ислам в 12-13 веке? Кумуклар, гайдасыз. Да, девушка, пожалуйста. Тарковский. Правильно? Ну, давайте точнее, на территории Дагестана горского. Уже есть ответ. Как? Повторите, пожалуйста. Ответ уже дан. Да, Ответ уже да. высветился. Мы его засчитываем. Среди горцев Дагестана и Северного Кавказа. Да, спасибо, браво. И следующий вопрос. Какие газийские центры считались главными? Назовите два. Какие газийские центры считались главными? Вот, Теперь я смотрю во все стороны. Зороастризм, да, язычество и зороастризм. Все, уже дали ответ, он верный? да, он верный. Отлично. Вы его видите на экране. Да. Итак, снова повторяем вопрос. Какие газийские центры считались главными? Кто готов ответить? Тарки Андрей. Правильно. Браво, молодец, правильно. Так. Следующий вопрос. Где расположен мавзолей, в котором похоронен Гази Мухаммад? Где расположен мавзолей, в котором... Это правильный ответ. Только я не... С легкостью ответил человек и Мавзолей. требует, в принципе, подарок. Где? Почему никто не дает человеку подарок? Мавзолей расположен в Утамыше. Это правильный ответ. Какова роль Султан-Мута? Я даже ответов не знаю, иначе бы пакеты были мои. Какова роль Султан-Мута в распространении ислама? Мы все внимательно смотрели ролик. Кто готов ответить на вопрос? Но это, видимо, была уже середина ролика, и все благополучно. Ну, уже Нет? кто-то- Нет? Я верю в вас. Утвердила кумыкский Дагестан от завоеваний, когда были русские, на 2 века после этого русские не нападали на Дагестан. Это очень существенная роль Султан-Мута. И Да. пусть остальные молодежь скажут, не буду. Подарок, пожалуйста. Все голову сагам. Помимо кумыков, кто занимался распространением ислама среди адыгов? Вот, человек поднял руку. Крымские татары. Это правильный ответ. Да, Подарок, наши пожалуйста. братья крымские татары, верно. Так. Где распространяли ислам кумыкские пастухи-мулы? Да, вот, девушка подняла руку. Селом они распространяли. А в каких конкретно? Вот еще есть человек, который поднял руку. В Чечне, Кабарде, Ингушетии и в Дагестане. Это правильный ответ. Подарок, пожалуйста. Книги надо дарить тем, кто не поднимает руку, чтобы они знали, что написано в этих книгах, которые мы дарим. Кошмар. Итак, следующий вопрос. Какой род деятельности был у родоначальников князей Каплановых Ахмедхана после переселения в Анди?
Но он построил мечи, и Медреседи обучал население местное. Да, это правильный ответ. Подарок, пожалуйста. У нас еще один вопрос. Да, и у нас еще один вопрос. Кем приходилось Керимхан Шамхалова Актугану Балкарукову? Вон там вот я вижу. Вот вечно Вес. женщин дискриминирует. Девушки, поднесите, пожалуйста, микрофон. Племянником Султана Ахмеда. К сожалению, это неправильный ответ. Давайте я еще раз повторю, кем приходилось Керимхан Шамхалова Актугану Ой. Балкарукову. Женой. Женой говорят. Правильный ответ. Молодец. Что привез на родину внук Керимхан Шамхалова и Балкарукова Али из поездки в шаухальство? Вот тут я вижу руку. Это правильный ответ. Коран. Правильный ответ. Правильный ответ Коран. Да, правильный ответ Коран. На каких территориях распространяли ислам Кураз Эфенди и Башир Ашиев? Вон там вот я вижу вдалеке руку. Вдалеке руку. Надо сейчас ее увидеть еще раз. Кто готов ответить? Вот, молодой человек, который стоит. Да. Северная Осетия, Да, правильный ответ. И еще, Ингушетия, Да, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. правильный ответ. Ну, Подарок, видимо, там подарок. есть еще какой-то правильный ответ. Правильный ответ. Северная Осетия и Ингушетия. Карачаево-Черкесия. И Карачаево-Черкесия в таком случае. У нас еще вопрос. Да, у нас еще Все- вопросы. Все получают свои подарки вроде. Один. Да. Да. Когда распространился ислам среди карачаево-балкарцев? Балкарцы есть среди нас? Да. Итак. Да. Вон девушка. Да, это правильно. Подарок. И последний вопрос. Что было предпринято миссионерами для окончательного искоренения язычества и христианства среди карачаево-балкарцев? Балкарцы. И окончательно они поселились в местах, где распространяли ислам. Да, это правильный ответ. Подарок, пожалуйста. На этом наши вопросы по викторине подошли к концу. Спасибо большое, Салихат. Спасибо большое. Спасибо всем, кто так активно участвовал, и даже к концу все как это оживились, заинтересовались. А сейчас, друзья, для приветственного слова на сцену приглашается начальник отдела внешних коммуникаций Федерального агентства по делам национальностей Рамазан Алпаут. Рамазан Бей. Assalomu alaykum. Добрый вечер. Meni hurmatli qardaşlarım, meni din qardaşlarım. Sizin bu sıylı Ramazan ayı bilan qutlayman. Bari bizge de orazalarni tutup Allah bizge borç etken kuyda yürümege, bu ayını kütmege barigizge de yorayman. Köp sağ bolunuz. Мавлидом называют собрание мусульман, на которых собравшиеся делают то же, что и в празднике. Однако такие собрания не приурочены к какой-либо конкретной дате. В некоторых народах, традиционно исповедующих ислам, мавлидами также принято называть собрания по случаю свадьбы или рождения ребеночка. А в религиозной культуре кумыков мавлидом также называют песнопение на религиозную тематику. Первый мавлид сегодняшнего вечера призывает вести праведный образ жизни, бороться со своими пороками, собственным нафсом, страстями, соблюдать требования 5 столпов ислама, которые являются обязанностью для каждого мусульманина. И прозвучит он в исполнении Муслима и Ислама Абулаковых. Встречайте. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم Allah'ı arı atım qıçırığız aytığız Ters yollağa düşmegiz İslam dinge qaytığız İmanda var İslam'da Kur'an'da var bilsegiz Ahırda hükünersiz Targa burga girsegiz Targa burga girgende Ölgenini bilgende O yerden eteceksen sonra alma gelgende Dörtte tamını yarıp munkar nakir gelecek Dünyada etken işke ulusu al verecek Nasipli talaylı kul o yerde düzelecek Nasibi yok kim olsa cevabın ol vermeyecek Allah düz etken kulun cennetlige salacak Allah'ın onarmağan cehennemde kalacak Sonradan düzelgen son öz nasibini görecek Dünyada etken amal yoldaşlıkka gelecek Yaxşı yaman amallar daim şunda duracak Sonradan düzelmesi temir topmak uğrayacak Oh degenden ne payda ömür sürdün poçuna Hali gelip toxtadın hak dünyanı uçuna Onna yok alma kişi, onna yok verme kişi Alacak tövbe etip dünyada etken işi Dünya için talaştım, dünyada kaldım alım Bu boşuna gelgen sen, neçik olacak halım Resul aleyhisselam kökten düşürgen kalam Şoğar meşgul bolsun dep Allah yaratkan alam Beş namazda kılsın dep orazada tutsun dep Ahiratını eski alıp dünyanı unutsun dep Resul dünyadan gitti iman yolga düzetti Düşürgen kalamların ümmetke koyup gitti Koysa da kalamların ayavlap bilmediler Dünya malga karışıp imanğa gelmediler Kart bulgunca yaşasa o zaman estabalar Etkenine hükünüp barmaklarını haberlar Hükün genlerine payda zamanda yok bolsa Allah'tan buyruk bulup gelibin başka kunsa Mahşarını avlağında uyalmağız betigiz Oraza bulan namaz şu zalanı etigiz Namaza kul 5 kere imanda bilbektirin İmanlı bolgan kulum men geçermen 1000 kere Haramdan da sak bolsan halka da bulmay yaman Namaz kıl oraza tut şolar sağa bek taman Koymağamman ölmeske bu dünyanı yeleme Alıp gitme borçunu ahiratta töleme Geçini de söyleme eşiginden tınlama Vöre aytma yalganlı ayt gertini bolganlı Zinalıkta yürütme sıysız etil başını Çarkından da taydırma Allah vergen yaşını Atan anan razı et alüne de bortaman Şulanı tüz etmese ahiratta bir yaman Abur et ullulağa rahmu et geççiliğe Alüne yaman olma tartma içkiye de Öleceğini oylaş haram tüpme içine Can ağlağın zamanla özünde yok güçünde Sağ yol gergen gelimin tövüp uyge qaramaz Zakat hağı çıkarmay koyma ondan yaramaz Sadakalı kulumnu sabırlıkta salarman Can mazarında canım kıynamaylı alırman Vere kaytarma etmey gelgen kişiye kulluk Cennetke eti bulsan bir asamada umut Konakka da sal tepsi yüzün açık köyünde
bir hapma aşım olup dağıp olmay öyünde. 7 yaşından tutup namaz kıldır yaşına. Allah'ını aldına günah alma başına. Kur'an oku alim ol, alim gede barkop yok. İslam dinini tüz etse, işini tüz yürütse, bu yalancı dünyada vore gafıl kalmağız. Etibarı günahını o Rasul'a salmağız. O Rasul harasatta ümmet için hacgıla. Rasul'u suyundurup oğar verigiz dua. Kimsise o Rasul'a kıyamet gün şefaat. Salavat salsın bugün atın eşitkin saat. Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan. على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Спасибо большое. Кумыки приняли ислам в 8 веке, но и до ислама наряды кумыков отличались скромностью и красотой и вполне соответствовали религиозным канонам и нормам ислама. Сейчас нам продемонстрируют национальные кумыкские костюмы, и о значении каждого элемента национальных костюмов кумыков нам расскажет Азамат Акишев. Азамат бей. Ассаламу алейкум, дин кардашлар. Туткан оразагызны Аллах кабыл этсин. Эткен дуаларыгызны Аллах кабыл этсин. Перейду на русский язык, на доступный язык для вас всех. Я хотел бы пригласить Дагира и Джанет для того, чтобы они помогли мне рассказать вам немножко о нашем национальном костюме. Хочу отметить то, что кумыки являются народом, который проживает на равнине, а также в предгорных районах Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Кабарды. И в силу своего географического положения кумыки являлись историческими законодателями мод, можно так сказать. Давайте остановимся на мужском костюме. Мужской костюм называется чипкен на кумыкском языке, более известен как черкеска. Выполнен он в форме туниковообразного платья, если можно его так назвать. Он отражает некоторые хазарские традиции, тюркские традиции, потому что если мы обратим внимание на костюмы, которые существовали у других тюркских народов, он имеет некоторое такое вот отражение, этот халатик, если его можно так назвать. Но, однако, вместе с тем мы понимаем то, что кумыки — это кавказский народ, и, естественно, это находит отражение и в этом же костюме. В силу того, что людям приходилось жить в предгорных районах, жить в особых климатических условиях, костюм стал укороченным немножко. На костюме появились в начале 17 века так называемые карманы под газыри. Газыри с тюркского языка, с любого тюркского языка переводится как «хазир готовый». То есть они были готовы для того, чтобы в любой момент их даже зубами можно было отдернуть в бою, засыпать в пушку и осуществить выстрел. Иногда джигиты помещали в крайние газырницы, помещали соль, перец, иногда и табак из-за своих особенных условий. Но если говорить о костюме, еще необходимо отметить то, что мы видим здесь голек, рубашку, которая находит отражение еще в костюме дальше офицерского состава, русского офицерского состава, потому что бешмет, который составляет часть этой рубашки, он составлял уже в будущем некоторое отражение и в костюме русской армии, особенно донского казачества. Естественно, здесь мы видим ремень, бельбау, на который крепилось оружие, шарвалы, штаны и, естественно, ичиги, обувь. Также хочется отметить то, что головной убор делался из
каракулевых сортов овец. Теперь я хотел бы перейти к женскому костюму. Следует отметить то, что женский костюм по своей сущности соответствует всей исламской традиции. Кумычки, в свою очередь, были женщинами, которые были всегда мастерицами и старались передавать свое мастерство максимальному количеству своих соплеменниц. И каждый костюм отличался своим покроем. Начну, наверное, пожалуй, с головного убора яулука. Яулук обычно привозился для особо знатных родов из Персии, из восточных стран. Также стоит отметить, что женщины носили так называемый чутху, который закрывал лобную часть головы для того, чтобы прикрыть все волосы, и в него заплетались, в этот чутху прятались косы. Соответственно, еще следует отметить, что у кумыков есть особая традиция плести тастар, так называемый платок-паутинку. Особо это мастерство распространено среди яхсайских мастериц. Это плетение, оно делается из шелковых нитей, и он довольно-таки восходит к древности, потому что на этом плетении изображены знаки солярного типа и так далее. Дальше следует отметить то, что костюм сам, он называется габалай. Он отличается от костюма горянок, потому что в горных условиях немножко неудобно его носить. Мы видим то, что есть откидные рукава, если позволите. Вот они так выглядят. В танце женщина обычно закрывала свое лицо именно этим откидным рукавом. Хава Янглер. Вот мне подсказывает Аксакал наш. Также имелись, вот мы видим сейчас белые рукава. Это на самом деле часть нижней рубашки, голек женского типа, которая надевалась снизу. И спереди, вот мы за платком еле видим, но это называется этот элемент алдылык. Он изготавливался из благородных металлов с вкраплениями из драгоценных камней специально для украшений. Естественно, был пояс из золота или же из других драгоценных металлов. В целом, мне хочется отметить то, что обычно обмен культур происходил на уровне знати, потому что кумыкская знать взаимодействовала со знатью, допустим, черкесской. И, естественно, так уж получалось, что женщины из одного рода перенимали культуру соседних регионов, либо же даже внутри региона, внутри самой республики, где проживали традиционно эти люди. На сим я закончу свое выступление, потому что о костюме можно очень много рассказывать, и каждый элемент очень значителен. Поэтому спасибо. Давайте. Гульмелли называется, мне подсказывает. Спасибо большое за корректировку. Спасибо. К сожалению, в моем наряде ничего подобного не присутствует, хотя если Сваровский был кумыком, то… Сегодня, друзья, мы говорим о борьбе с пороками. Наш день посвящен этому. И вновь на сцену приглашаются братья Абулаковы с мавлидом, посвященным теме вечера на кумыкском языке. Я Аллаху, я Аллах, я Аллаху, я Аллах. يا الله يا الله يا الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله سبحان الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammed Resulullah Allah'ını atıp ulan men sözümnü başlayman Şuğartınlay Allah'a yaxşı yollar yorayman Şu haligi zamanla adamlar bozulalar Ne çakı ne aytsana bir zatta anlamaylar Harakı da içilir papirusta tartalar Esirip soma bulup son töşekte yatalar Hali olar yoklaylar arı düşlerde görüp Ahıra uyanalar karanlı yerde durup Şolar hali yürüyler kayda da zina etip Olar da uyanacak etkenine tövbe etip Bir abid kişi bulgan ibadet ete turgan Şu kişide her güller namazga çığa bulgan Yurtnu içinde şonna bir yaman hatun bulgan Şonna şokan bulan sayak aylanıp durgan Bu hatun garap şonna şu kişini çakırgan Bir hillada oylaşıp bu kişini aldatkan Çakırganna ol gelgen, bunu oyuna girgen Bu katın çabıp barıp, eşiklerini begitken Harakı şonda salıp, geççi yaşını da alıp Dağı da şulay aytkan, ol katın buğar bağıp Ya da zina etirsin, ya da yaş öldürürsün Ya da harakı içip sen öyüne getirsin Sen çıkmağa karasan men halka gıçırarman Men öyüme girgen dep halka kovun salarman Şu kişi de oylaştı zinada ulluğuna Şu yaşını da öldürsem şu da başıma bala Harakını da içsem şu dadır ulluğuna Tek barısından şunna harakı geçi guna Şu şolayda oylaşıp içkini geçi görgen Harakını da içip yaxşı kuyda esirgen Şu uyda katın bulan zina işleri de etken Şu yaşını da öldürüp ullu günah iş etken Şu kişi şunu yünde günah işleri de etti Şolaylık bulan bu da kafirlikke de girdi Ayavlu din kardeşler karağız yaxşıylaşıp Koysağız yaxşı bolur içkini sevsin taşlap İçkini de koyuğuz namazlarda kılığız Hakkılığızını cıyıp ahır gününü oylağız Allah'ım sen tevfik ver yaman yoldan gitmege Namaz, zakat, oraza şulanı yürütmege Şulanı yazgallardan şunu okuygallardan Şu kartınlaygallardan rahmatın köp geç Allah Şu kartınlaygallardan ya da söyüp tınlaygan Allah'ım etmedi et cennette yolu ağan Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allah subhanallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Спасибо большое. И сейчас для вручения грамоты на сцену приглашается заместитель муфтия Москвы Аказиев Рашид. Рашид Хазрат. Да, вы. Прошу прощения, грамота ведь вручается кому-то, видимо, да? Арслан Хазрат.
Хазрат Бей. Арслан, от имени Духовного управления мусульман Москвы, от имени Духовного управления Российской Федерации хотим поблагодарить Кумуклар, организацию Кумуклар в твоем лице и всех, кто собрался сегодня, всех кумыков, которые пришли поддержать этот первый вечер. Кумыки — это один из основных тюркских народов России, наряду с татарами, башкирами, нагайцами. Есть еще карачаевцы, балкарцы, но они пока в шатре себя никак не проявили. Мы надеемся, что на следующий год будет и их вечер. Спасибо. Друзья, мы уже посмотрели несколько видеороликов, и сейчас просмотрим еще один. Он посвящен кумыкам. Не о роли где-либо, а просто о нас, о кумыках, о том, как мы живем и где нас можно найти. Внимание на экран. Московская кумыкская организация Кумуклар, будучи самой активной кумыкской структурой столицы, выступила с инициативой проведения сегодняшнего торжественного ифтара от всего кумыкского народа. Почему от всего кумыкского народа, спросите вы? Потому что это была принципиальная позиция наших активистов, и когда мы объявили о начале сбора средств на проведение ифтара, мы начали получать деньги со всех регионов, где проживают кумыки. Чтобы вы знали, кто такие кумыки, расскажем вам о них вкратце. Кумыки – 600-тысячный тюркский народ, проживающий на восточной и центральной части Северного Кавказа. Кумыки – самый крупный тюркский народ на Северном Кавказе и коренной народ в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Преимущественно кумыки проживают в равнинных и предгорных территориях на побережье Каспийского моря и в низовьях реки Терек. Каспийское море кумыки именуют Хазар-Денгиз. Историки часто относят кумыков к потомкам хазар. Кумыкский язык до середины 20 века играл роль языка межнационального общения и внешней коммуникации на Северном Кавказе. Именно поэтому государственным языком Горской республики был кумыкский. Этот язык очень необычен. Несмотря на то, что наука причисляет его исключительно к кипчакской подгруппе тюркских языков, кумыкский без преувеличения является симбиозом кипчакской, агузской языковых традиций. Этот факт позволяет кумыкам свободно общаться с абсолютным большинством тюркских народов. Кумыки в своей истории создали несколько государств: Шавхальство Тарковское, Мехтулинское ханство, Уцмийство Кайтакское, Индерейское и Кёстековские княжества, а также Бураганское ханство. Наиболее влиятельным из них было Шавхальство Тарковское. Сегодня кумыки показывают одну из самых высоких темпов роста численности среди народов России. Кумыкская культура носит надэтнический характер, так как ее носителями являются не только сами кумыки, но и многочисленные представители других кавказских народов. Историческим и культурным центром кумыков является Тарки, который возвышается над Махачкалой. Кумыки обладают развитой музыкальной культурой и изученной литературой. Кумыкский театр на Кавказе по праву считается одним из самых лучших. Верующие кумыки являются мусульманами суннитского толка, при этом большая часть придерживается шафиитского мазхаба, а терские кумыки – ханафитского. Московская кумыкская организация Кумуклар работает как культурный мост между кумыкским народом и другими народами России и мира. Именно наша организация активно проводит межэтнические культурные мероприятия, которые позволяют представителям различных этнических групп знакомиться с нашей культурой, историей, языком и традициями. Московская кумыкская организация Кумуклар на самых разных площадках демонстрирует не только свое этнокультурное наследие, но и стремление сделать вклад в процесс формирования единой российской гражданской идентичности. Наша организация активно сотрудничает с Московским домом национальностей и с аккредитованными при МДН этнокультурными объединениями.
Так, только в этом году мы провели совместные презентации с удмуртами, казахами, азербайджанцами, российскими немцами, карачаево-балкарцами, нагайцами и крымскими татарами. Мы стремимся сделать так, чтобы россияне и другие народы воспринимали кумыков такими, какими они являются, стремящимися к созиданию и развитию. Впереди нас ждут не менее интересные проекты, ведь мы наметили не просто активную осень, но и горячую зиму. Силы знаний вперед в будущее. Калам булан келешеги бизге. Сейчас я приглашаю на сцену представителей дружественных нам организаций Московской общины крымских татар, Союза нагайской молодежи, молодежной азербайджанской организации Огузели. Прошу вас. Ассаламу алейкум. Я представляю Московскую общину крымских татар. Хочу поблагодарить всех организаторов этого вечера. Хочу сказать несколько приятных слов об этой организации Кумуклар. Я думаю, что дела, которые делает эта организация, будут по достоинству оценены их народом через много-много лет. Сейчас просто сложно даже переоценить, что они делают. Я хочу сказать, что кумыки — это самый близкий, родственный нам народ для крымских татар. Я всех вас приглашаю в Крым. Аллах сізден разы болсын. Аллах тұтқан оразаңызды қабыл етсін. Яшасын кумуклар. Сау болыңыз. Салам алейкум, кумук қардашлар. Тұтқан оразыңызды Аллах қабыл етсін. Тоже хотел поблагодарить организацию Кумуклар. С каждым днем их активность все больше и больше. И вклад, который они делают для своего народа, также приумножается. Молодцы, ребята. Реально, молодежь, она является генератором, который будет продвигать свой народ. Сізге, қардашлар, яқшылық еураймын. Бір болыңыз, бар болыңыз. Үйлеріңізге насып, бәрекет бол келсін. Бұл айда жүрегіңізде иман болсын. Амин Аллах. Ассаламу алейкум, уважаемые дамы и господа, братья и сестры. Рады приветствовать вас в этом шатре Рамадана. Хотел поздравить вас всех с этим священным месяцем и поблагодарить еще раз организацию Кумуклар, которая представляет кумыкский народ, с этим мероприятием, которое является, как сказал Арслан, первым по счету. И организация Кумуклар делает большую работу в сфере межнациональных отношений, так как в этом году молодежная организация Огузели, в частности, участвовала в фестивале, который организовывали 4 тюркских народа, и Кумуклар принимали самое активное участие в этом мероприятии. Еще раз благодарим вас, благодарим за это мероприятие. Хаме цох саол. Аллах кабыл этсин, хаме. На сцену приглашается представитель Ассоциации молодежи Дагестана. Салам алейкум, добрый вечер. Хочется сказать слова благодарности Кумуклар за то, что они организовали такой интересный вечер, познавательный. Да. Спасибо активистам Кумуклар. Было очень интересно про историю, про распространение ислама не только среди кумыков, но и в целом на Кавказе, в Дагестане и в целом на Кавказе. А также хочу вас всех пригласить 4 июля здесь у нас будет День Ассоциации молодежи Дагестана. Мы ждем вас. Спасибо вам. На сцену приглашается Ислам Хазрат. Ислам Хазрат, вам слово.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعاف عنا يا كريم وعاف عنا يا رحيم بفضلك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا ربنا шушы мубарак изгі болған Рамазан шариф айларыбызда қылған уразаларыбызны, ғибадатларыбызны, Раббыбыз Аллах өз рахматын ила қабуллардан қылсайдың. Раббыбыз Аллах шушы Рамазан чатырында қатнашқан барча қардашларыбызға, үзләренә, туганнарына, барча аиләләренә, балаларына, внукларына, Раббыбыз Аллах үзең туры юлны күрсәтүче насип әйләсәйдең. Раббыбыз Аллах йөрәкләребезне иман нуры белән нурландырып, Qur'an nuru bilan nurlandırıp, turu İslam yolu bilan Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolu bilan alıp barsaydın. Yaxşı amellerimizde, işlerimizde, hizmetlerimizde, turmuşlarımızda Rabbimiz Allah uzun cingillik birsaydın, yerden birsaydın, oğuşlar birsaydın, beraket birsaydın. Barça bela afetlerden, barça naçarlıklardan, naçar kişilerden, naçar işlerden, sihirlerden, ağırlardan, hastalardan Rabbimiz Allah uzun saklasaydın. Rabbimiz Allah aralarımızda hastada bulgan kardeşlerimizge hayırlı şifalar birsaydın. Rabbimiz Allah ilkinlerimizge iminlikler, tınıçlıklar birsaydın. Rabbimiz Allah barımızga da güç kuvvet birip, şuşu Ramazan şerif ayının büyük ibadetin üterge Rabbimiz Allah'a nasip eyleseydin. İsen sağ bulup, mübarekim izgi bulgan İdil Fitr uraza gaytin karşı alırga nasip ve miyessar kılsaydın. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Месяц на небе объятия простер, свет озарил Божий храм, двери открыл долгожданный шатер, значит пришел Рамадан, Рамадан нам Создателем дан, Рамадан был ниспослан Коран, Рамадан в сердце дышит иман, Рамадан благодати фонтан, Рамадан окрыляет мечты, Рамадан принимает посты, Рамадан все обиды прости, Рамадан сердце веру пусти. Новые встречи, общение и смех, знаний бескрайний простор. В месяц добра приготовил для всех гостеприимный шатер. Рамадан нам Создателем дан, Рамадан был ниспослан Коран, Рамадан в сердце дышит иман, Рамадан благодати фонтан. Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Меня зовут я из города Химок Московской области. Сегодня на прекрасном вечере в шатре Рамадан, День кумыкского народа. Узнал очень много интересных роликов о кумыкском народе. Для меня, допустим, я не знал, что на Кавказе ислам распространял кумыкский народ. Для меня это было очень ново. Думала, что это чеченский народ распространял, на самом деле кумыкский. После ролика об истории кумыкского народа проводилась викторина, на которую очень активно все отвечали и получали подарки. Надеюсь, что завтра будет более
тоже интересный день, День Узбекской Республики, День Республики Узбекистан, который будет проводиться впервые в этом шатре. Меня зовут Арслан, я являюсь председателем Московской кумыкской организации «Кумыклар». Сегодняшний вечер организовали мы при помощи нашего народа. На самом деле меня переполняют эмоции. Даже когда на сцене вышел, я видно было, что волновался. Это на самом деле впервые происходит вообще в России и в Москве, то, что кумыкская община проводит ифтар. Все, на что даже лучше, чем ожидалось. Все люди довольны, атмосфера была очень теплая, дружественная. Ребята могли нам показать культуру нашу со стороны песнопения религиозного, со стороны костюмов. А также хочу всем поздравить с наступлением священного месяца Рамадан. Желаю всем успешно с пользой провести этот месяц, подняться на уровень выше. Что изменилось в вашей жизни с наступлением месяца Рамадан? Ну, во-первых, у меня дисциплина была до Рамадана так себе, ну не очень. С наступлением первого дня у меня уже тут же мозг уже начал работать по-другому, и я уже не теряю времени и на фильм, ни на что другое. Я уже сконцентрирован четко на работе, на своей основной как инженер и на работе в общественной деятельности. Ну и также, конечно, особое ощущение, такой подъем внутри, тоже ощущается с приходом Рамадана всегда. Я жду, вот как говорят, полгода провожают, полгода встречают. Вот это примерно мое состояние Рамадана. Сегодня мы являемся организаторами сегодняшнего шатра. Мы считаем, что шатер и сегодняшний ифтар вечер является успешным, то, что мы его провели на достойном уровне. Мы увидели довольно-таки радостные лица пришедших сюда мусульман. Мы считаем то, что данное мероприятие является очень важным для укрепления всей нашей мусульманской уммы, для того, чтобы люди узнавали друг о друге, народы узнавали друг о друге. В этот священный месяц Рамадан хотели бы пожелать терпения, мы хотели бы пожелать людям, чтобы они относились друг к другу так же, как они относятся сами к себе. Хотели бы, чтобы в этот месяц их коснулась благодать, чтобы каждый пост, который они держали, он принимался Всевышним, и чтобы в мире было побольше добра, нежели зла. Спасибо. Поздравляю всех россиян с этим большим, поистине, праздником. Спасибо большое. Сегодня состоялся торжественный ифтар, организованный кумыкским землячеством. И в первую очередь мы хотели бы поблагодарить организаторов, благодарить всех кумыков, потому что сбор средств осуществлялся по всей России. И люди откликнулись, люди помогали, кто финансами, кто помогал в организации мероприятия. Создали чудесную культурную программу, рассказали об истории нашего народа. И мы хотели бы всех поблагодарить, поздравить всех с наступлением священного месяца Рамадан, пожелать всем здоровья, благополучия, удачи, счастья. Рамадан — это возможность для каждого человека. Советую использовать этот месяц по максимуму, чтобы достичь всего самого. Добрый вечер, салам алейкум. Меня зовут Лужи, представитель Дагестана. Не первый раз уже в этом шатре, вижу очень большое развитие, очень много расширился шатер. Сегодняшний вечер был посвящен кумыкскому народу, его культуре. Я как представитель этого этноса, мне было приятно посидеть, пообщаться, познакомиться с новыми людьми. Хотел бы пожелать всем нашим друзьям, мусульманам России, всего мира, добра, согласия, чтобы всем в семье все было благополучно. Здравствуйте, меня зовут Пашая Базария. Я родилась в Кизляре, но жизнь прошла в Москве. Здесь на этом мероприятии я была ведущей, хотя в жизни проживаю Россию. Действительно, мне мероприятие понравилось не только потому, что я была активисткой МКО «Кумыклар», потому что я видела горящие глаза людей, что действительно были заинтересованы видеороликами, которые мы сделали о кумыках и их роли в России, распространении ислама.
Я надеюсь, что людям тоже понравилось. Я хотела бы пожелать всем мусульманам Москвы и России, конечно же, и всего мира, чтобы они проявляли терпение в этот месяц, потому что тем, кто живет в Москве, мы постимся 19 часов, чтобы Аллах принял этот пост и пожелать им всего самого наилучшего. Я зовут Игорь. Поздравить всех с 7 днем месяца Рамадан, а также поздравить всех мусульман по всей стране, мусульман в России. Сегодня было наше мероприятие организации Кумуклар. Мы сегодня впервые в мире, впервые в истории провели ифтар возле мечети на Кумулной горе. Сегодня кормили нас очень вкусно. Также мы на выходе раздавали сладости для гостей. Это было очень приятно, очень светлое впечатление. Хотелось бы каждый год проводить такой праздник, чтобы собирались все мусульмане, чтобы дарили добро друг другу, чтобы вместе открывали Рамадан, а также чтобы этот месяц был самый приятный для всех.